Минувший 2019 год прошел в стране под знаком театра. Активизация культурной жизни особо заметна на примере Башкирского государственного театра оперы и балета, где, к примеру, балетная труппа представляла нашу страну на международном уровне. Во Франции в рамках 12-го фестиваля российской культуры в Каннах есть чем гордиться и оперной труппе, которая приняла участие в русских сезонах в Германии. Вкратце о значимых событиях Башоперы расскажет моя коллега Айгуль Усманова. Год театра для оперного выдался урожайным на яркие премьеры, в том числе мировые. Это, конечно же, Аттила Джузеппе Верди, режиссерский дебют Эльдара Абдразакова. Также среди значимых событий, не оставивших равнодушным критиков и поклонников оперного искусства, постановка Филиппа Розенкова «Дон Жуан». Заметным событием явился и «Фауст» Шарля Гуно, режиссера Георгия Исаакяна. Это премьера 2018 года, украсившая 16-й фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера» в Уфе. С ним в конце октября башкирские артисты вступили на главную сцену страны – Большой театр России. Это был международный фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку». Был еще и «Лунный свет» Йозефа Гайдена в постановке Елизаветы Корнеевой. Этот комический спектакль показали в Санкт-Петербурге на фестивале камерной оперы. Оперный театр никогда не простится с годом театра. Это перманентный процесс. Каким выдался для вас он, Хамид? Этот год мне очень понравился, как он вообще проходил. В моей творческой жизни, в общем-то, был какой-то сдвиг в хорошую сторону. С друзьями, я хочу сказать, что я думаю, что 20-й еще лучше будет. Я желаю всем... В родном доме всегда тепло, хорошо, уютно для такой прекрасной публики. Это всегда большая радость петь дома, в Башкирии, в Уфе, показывать красоту, искусство, дарить людям просто счастье. Год театра стал знаковым для многих исполнителей, которым посчастливилось стать участниками международного культурного проекта «Русские сезоны» в Дармштадте, Висбадене и Лейпциге в Германии, где с большим успехом прошли концерты, в которых блистали Эльвира Фатыхова, Лариса Ахметова, Владимир Копытов, Оскар Абдразаков в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Есть и частные успехи, ставшие достижением большой коллективной работы. Национальная оперная премия «Онегин» и в год театра была благосклонна к башкирским артистам. Так, в торжественной церемонии чествования победителей в Михайловском театре рукоплескали Оскару Абдразакову. Он был признан мастером сцены за партией Мефистофеля и Лепарелло в «Фаусте» Гуно и «Дон Жуане» Моцарта. С новыми постановками, с новыми концертами радуйте нас. Конечно. Удивляйте нас. Да. Мы будем радовать, и тем более зрители готовы. Много интересных детских проектов, которые будут проходить в театре. И хочется пригласить всех наших маленьких, наверное, уже зрителей, маленьких зрителей от 3 и выше лет, уже на детские спектакли. Дорогие родители, приводите своих маленьких и больших детей в оперный театр. И вы увидите, что будет. Айгуль Усманова. Новости. Уфа.